Введение налога на добавленную стоимость в Абхазии было одобрено парламентом в ноябре 2015 года. На данный момент ставка налога составляет 10%. При этом многие предприниматели, занимающиеся некоторыми видами деятельности, освобождены от уплаты данного вида налога. Чтобы установить справедливое налогообложение по отношению к налогоплательщикам, находящимся в различных социально-экономических условиях, депутаты парламента предлагают внести некоторые изменения в закон об НДС. В частности, использовать дифференцированный подход в определении ставок налога в размере 0, 3, 7 и 10%. По данному вопросу есть разные мнения. В первую очередь это связано со сложностью расчетов. Идет некий такой вот приблизительный расчет, что у нас будет в результате введения упрощенной системы налогообложения. Нет, пока мы по НДС, что мы получим в результате введения новых ставок на основании данных, которые мы имеем сегодня по факту, по импорту. И для того, чтобы хотя бы понять введение этих ставок, оно изменит вот этот баланс поступления в бюджет или нет? Если оставить при старых ставках? Нет, если применить новые к тому объему импорта, который имеем сегодня по факту. Представители исполнительной власти предложили не менять ставку налога, а пересмотреть списки товаров в данное время не подлежащих налогообложению. С таким решением согласны и депутаты. Должна быть некая справедливость. Должны платить, либо все должны платить, либо список, перечень товаров, которые не подлежат налогообложению, он достаточно высок. То есть здесь возникает некая социальная несправедливость. Одни платят, другие не платят. Исполнительная власть говорила о том, что мы пересмотрим списки тех производств, товаров, индивидуальных предпринимателей, которые освобождены от уплаты НДС. То есть мы пришли вот в этом вопросе как бы к консенсусу. То есть мы пришли, нашли понимание друг у друга, что вот этот перечень товаров и списков, надо как-то от него уходить. В ходе заседания предприниматели высказали мнение, что введение новых ставок налога не решит проблемы неуплаты налогов. Кроме того, они считают, что у всех участников экономической деятельности должны быть равные условия. Я не знаю бизнесменов в Абхазии, которые разорились из-за того, что был введен 10% НДС. Я все время вот это слышу, а вот прямо увидеть этого человека я не видел. Так как НДС остается для нас, видимо, то и что-то вы поменяете, я бы попросил учитывать то, что сегодня упоминалось, это проблема возврата НДС при экспорте. Эта проблема совмещается с проблемой списков исключений, да? И, условно говоря, по нашей просьбе был введен там огромный тоже список исключений на возимое сырье. Мы за то, чтобы не было, мне не нравятся всякие списки, исключения, какие-то, я не знаю. Равные условия. Да, равные условия. Депутаты парламента также предлагают ввести упрощенную систему налогообложения по отношению к некоторым видам деятельности. Если по поводу изменения ставок НДС существуют разные мнения, то в части введения единого налога с оборота, который заменит уплату большинства основных видов налогов в стране, у представителей законодательной и исполнительной ветвей власти мнения одинаковы. Мы все-таки придерживаемся той мысли, которая обсуждается в рабочей группе, созданной по распоряжению президента по подготовке заключений к этим законопроектам и согласованного мнения со стороны исполнительной власти. Это поправки в закон об упрощенной системе налогообложения, которые могут снять некоторые вопросы, на наш взгляд, большую часть вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в закон о налоге на добавленную стоимость. Прежде всего, это само введение упрощенной системы налогообложения, которая предполагает обязательное применение контрольно-кассовой техники, ну и изменения в интересах малого и среднего бизнеса. Это вопрос освобождения плательщиков упрощенной системы налогообложения от ввозного НДС. Когда мы исключим вот эту норму, которая говорит о том, что НДС они не уплачивают, возникают ряд очень таких сложностей. Первое, как стыковать этих предпринимателей с теми предпринимателями, которые находятся на общем режиме, когда будет происходить взаиморасчет по товарам и так далее. То есть этот вопрос. Второй вопрос, когда мы будем рассчитывать эту ставку на вид деятельности и учитывая то, что мы имеем освобождение от НДС на границе, мы заведомо, когда будем рассчитывать ставка она в принципе какая должна быть, да, как мы видели, что она в принципе плюс-минус равна в процентном соотношении к обороту уплаченных налогов сегодня. То есть вот
плюс-минус такая ставка должна быть. А когда мы будем таким образом подходить, тогда мы, учитывая, что они НДС на границе платить не будут, мы это тоже должны будем учитывать. Если мы ставку увеличиваем, соответственно, мы на вид деятельности же увеличиваем, не на конкретную группу товаров. А под этот вид деятельности могут подпадать и люди, которые вообще внешнеэкономической деятельностью не занимаются. Соответственно, у них регрессным образом возникает увеличение сами-то. То есть здесь мы не то, что мы против, я, честно говоря, я там тоже сказал, я не против исключения, но тут надо посчитать. А вот если когда мы посчитаем, тогда будет открыто. А в целом этот закон очень хороший. Вообще вы знаете, что у нас подход какой, в целом на всю экономику сделать один налог с оборота. Это в принципе налог с оборота, он так и есть. И мы будем поддерживать принятие этого закона. Рабочая группа из числа депутатов, экспертов и представителей исполнительной власти продолжит работу над обсуждаемыми поправками. Законопроект о внесении изменений в НДС с заключением и рекомендациями будет вынесен на рассмотрение народных избранников на ближайшем заседании сессии парламента. Аля Катрапшин, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.